Сегодня утром начался отсчет времени, отпущенного командующим федеральной группировкой в Чечне Константином Пуликовским на эвакуацию жителей Грозного перед тем, как войска начнут штурм города. Константин Пуликовский намерен использовать штурмовую и бомбардировочную авиацию, системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также артиллерию для ударов по позициям боевиков. Военные специалисты при этом опасаются, что под огненный вал попадет население, не успевшее покинуть Грозный по единственному коридору через пригород Старая Сунжа. О ситуации, складывающейся в Чечне, рассказывает Сергей Дедух. Командование российской группировки в Чечне, похоже, намерено в ближайшие дни переломить ситуацию в Грозном. Сегодня над городом с вертолетов разбрасывали листовки, убеждающие мирных граждан в течение 48 часов покинуть город по единственной открытой дороге на Старую Сунжу. Это означает, что стратегический перелом будет достигаться массированными артиллерийскими обстрелами и бомбежками с воздуха. Командующий федеральной группировкой Константин Пуликовский, еще накануне отрицавший возобновление в Грозном крупномасштабных боевых действий, несколько часов спустя пообещал очистить город от боевиков. Ночью и сегодняшним утром артобстрелом подверглись центральные районы Грозного. Авиация бомбила Октябрьский район, где, по некоторым сведениям, находится штаб Шамиля Басаева. Ситуацию в городе по-прежнему контролируют боевики. Российские подразделения с трудом продвигаются на помощь к бойцам, окруженным на блокпостах, где кончаются боеприпасы и продовольствие. Минувшим днем 100 военнослужащих 34-й бригады внутренних войск оставили свои позиции и под дулами боевиков, унося с собой раненых, ушли в сторону аэропорта Ханкала. Сегодня подразделениям внутренних войск с большим трудом удалось вернуть брошенные ими рубежи в районе площади Минутка. По информации штаба российской группировки, в ближайшее время боевики готовятся атаковать базы в Ханкале и Северном. Аслан Масхадов приказал перекрыть российским войскам все транспортные коммуникации. Чеченцы демонстрируют, что им есть чем ответить на ультиматум генерала Пуликовского. Сергей Дедух, телекомпания НТВ. Сейчас в Чечне находится наш специальный корреспондент Сергей Гапонов. Он связался с нами по телефону. В Грозном сегодня никаких изменений. На площади Минутка бой. Федералы продолжают обстрел жилых кварталов города. Сгорают дома, гибнут люди, и все дальше отодвигается перспектива мира в Чечне. Это давно уже никого не удивляет. Однако, по общему мнению и российских военных, и чеченских боевиков, и мирных граждан республики, то, что может произойти завтра, будет особой и, похоже, самой кровавой страницей чеченской бойни. Если вчерашний безумный ультиматум Пуликовского не блеф, а это скорее всего так, то совершенно очевидно, что в Грозном будут убиты новые сотни людей. Жители города весь день сегодня непрерывным потоком тянутся за пределы Грозного, но наверняка к завтрашнему вечеру, когда, как всегда раньше времени, отведенного ультиматумом, федералы начнут штурм, в чеченской столице еще останутся десятки и десятки ни в чем не повинных горожан. Кстати, командование боевиков в первые же дни боев за Грозный предложило жителям покинуть город, но у многих людей, по их собственным словам, теплились надежды на благополучный исход. Завтра эти надежды умрут вместе с теми, в ком они жили. Перед президентами, министрами и генералами давно стоял выбор: либо прекратить войну в Чечне, выведя оттуда всех до единого солдата, либо сжечь эту землю напалмом вместе с ее женщинами, детьми и стариками. Мы разговаривали сегодня со многими людьми, и не было ни одного, кто бы не спросил, вслух или мысленно, неужели выбор сделан так, как он сделан. Сергей Гапонов, НТВ, по телефону из Грозного. Глава Чеченской республики Доку Завгаев, собравший журналистов на пресс-конференцию в Москве, сообщил им, что намерен потребовать от генерала Пуликовского отозвать его ультиматум. Рассказывает Арина Слабко. Что касается вот того ультиматума 48 часов, я думаю, здесь тоже так идея, она может быть понятна, то есть вывести людей. Но такая категорическая постановка и отсечение во времени, это, в общем-то, дело нереальное, и оно ни к чему хорошему не приведет. Глава Чеченской республики обещал в течение суток связаться лично с Пуликовским и отменить ультиматум. Оставшихся жителей города, по его мнению, вывести за 2 суток невозможно. Многие сидят в подвалах без света, воды и медикаментов. В городе, к тому же, нет транспорта. Во-первых, нет условий для того, чтобы эта информация дошла до людей. Не работает телевидение, не работает радио, нет системы связи, и народ просто не осведомлен. Это раз. Второе, если даже каждого лично оповестить, то в условиях Грозного, где не работает транспорт, люди просто за это время не смогут его покинуть.
Черномырдин уже распорядился обеспечить беженцев дополнительным питанием и медикаментами. Из бюджета реально выделено всего 500 миллионов рублей. Этого хватит только на зарплату. Мы готовы на любые компромиссы, лишь бы не было войны, на любые компромиссы, какие только есть. Включая, если надо, я это говорил всегда, вот мои земляки это слышат, на досрочные выборы, хотя они только что прошли. Я прибыл для решения ряда вопросов, как завершу, сразу в Грозный. Кто желает, могу с собой взять. Приглашаю. По прибытии в Грозный Завгаев обещал организовать внутричеченские переговоры, провести разъяснительную работу с противниками и, цитирую, «пробудить совесть у этих людей». Сейчас в Грозном открыт коридор для беженцев. По данным Завгаева, город за минувшие сутки покинули 50 тысяч человек. Арина Слабко, Сергей Мороз, телекомпания НТВ. Наши миграционные службы в Кабардино-Балкарии, в Ингушетии, в Северной Осетии, в Ставропольском крае работают круглые сутки. Но сейчас никакая самая замечательная служба, она не в состоянии справиться с тем потоком людей, горе и ужас которых безмерны. С 14 июня 1992 года, со дня основания Федеральной миграционной службы, это уже 5-я эвакуация. С декабря 1994-го вторая попытка спасти людей в Грозном. По словам Татьяны Регин, накануне вернувшейся с Северного Кавказа, по информации на утро вторник, из Чечни эвакуировано 25 849 мирных жителей. Принято на чеченской территории 45 тысяч. До сих пор люди выходят из 4 грозненских районов – Октябрьского, Ленинского, Заводского и Черноречья. До сих пор нет людей из центральных районов. Они остаются в подвалах, и сколько из них останется, это покажет время. По информации на этот час в Грозном осталось 150 тысяч мирных жителей. Основные места скопления беженцев прежние – Старая Сунжа и Калинина, где находится, соответственно, 25 и 8 тысяч людей. Всего их 42 тысячи. Там, например, разницы нет. Чеченец или ингуш или русский. Абсолютно нет. Всех подряд бомбят. Больных, беременных женщин, грудных детей. Матери своих детей не могли найти. 3 ребенка остались без матери. Как новорожденные, совсем в кроватке остались. В российских миграционных центрах осталось 200 койко-мест, резервов нет. Вместо требуемых 12 триллионов Федеральная миграционная служба получила 20 миллиардов рублей, а люди бегут. Беженцы из Чечни встречаются даже в Бурятии, не говоря уже о Москве. Не превращайте нас в бомжей, пожалуйста, мы не можем. Я прошу помочь. Уже нет сил. С завтрашнего дня Федеральная миграционная служба открывает горячую линию. Все потерявшие близких во время августовского захвата Грозного могут звонить по телефону в Москве 207 39 40 ежедневно с 9 до 18 часов. Антон Гришин, Николай Якушев, телекомпания НТВ. Политсовет партии «Демократический выбор России» обратился с письмом к президенту Ельцину, в котором потребовал немедленно отстранить генерала Пуликовского от командования военной операции в Чечне. Известный правозащитник Сергей Ковалев в интервью радиостанции «Эхо Москвы» назвал решение о штурме Грозного безумным. Тем временем сегодня премьер Черномырдин пригласил на совещание министров обороны Родионова, внутренних дел Куликова, по чрезвычайным ситуациям Шойгу, директора ФСБ Ковалева и главу погранслужбы Николаева. Также в совещании принял участие секретарь Совета Безопасности Александр Лебедь. Руководители силовых ведомств решили, что временные объединенные силы в Чечне возглавит генерал Тихомиров, правда, лишь завершив отпуск. Что касается генерала Лебедя, то, по словам премьера Черномырдина, ему будет оказана всемерная поддержка и содействие по выполнению поручений президента, связанных с урегулированием в Чечне. В свою очередь, пресс-служба секретаря Совета Безопасности распространила заявление, в котором говорится, что вероятные последствия шагов, предписанных Александру Лебедю президентом, явно несут угрозу срыва начатых им переговоров о мирном решении чеченского кризиса. В связи с этим делается вывод, что поручения президента были составлены без его ведома, в обход принятых правил согласования, а потому отличаются как минимум некомпетентностью. Тем не менее, как стало известно агентству «Тартас», в среду Александр Лебедь планирует вылететь в Грозный. И только что агентство «Интерфакс» сообщило, что Константин Пуликовский в разговоре с заместителем постоянного представителя Чечни при президенте России Асламбеком Бучулаевым заявил, что не собирается отказываться от своего требования к жителям Грозного покинуть город за 48 часов.
На вопрос, как он собирается информировать об ультиматуме находящихся в подвалах людей, Пуликовский сказал: «Это не мои проблемы». Здравствуйте. Истекают первые 24 часа из 48, отведенных российским командованием в Чечне на добровольный исход мирных жителей из Грозного. Эта мера, напомнившая времена депортации 50-летней давности, вызвала практически единодушное отторжение и уже вряд ли будет приведена в исполнение спустя отведенный срок. Всеобщее беспокойство политиков, так или иначе причастных к чеченской проблеме, вызвал во вторник ультиматум, объявленный генералом Пуликовским. Официальные власти Грозного сразу же постарались отмежеваться от рискованной инициативы генерала, уже включившего было счетчик 48 часов. В условиях Грозного, где не работает транспорт, люди просто за это время не смогут его покинуть. Поэтому я предприму все меры к тому, чтобы этот ультиматум он, как говорится, отозвал. Демократическое крыло московских парламентариев потребовало отозвать самого командующего. Пуликовский, то заявление, которое он сделал, совершенно не соответствует должности командующего. Хотя, как нам известно, у него погиб там сын, и мне кажется, уже хотя бы на этом основании нужно было бы человека просто отстранить от командования, потому что явно он не может руководствоваться просто только рациональными соображениями. Ясно, что он будет мстить. Поведение российских генералов вызвало критику даже наиболее терпеливых слоев чеченской диаспоры в Москве. Зная расположение структур города Грозного, я сам оттуда, просто мы знаем, что так, как они это сегодня сказали, это просто невозможно. Не то, что 48 часов, даже 88 часов. Потому что, чтобы с одного конца города в другой город на машине проехать, нужно действительно хорошее время. На сегодняшний день в городе передвижения транспорта вообще нет. Здесь, чтобы не говорили, ультиматум как раз Пуликовского свидетельствует, что вы там говорите, что хотите, а я здесь буду делать так, как я считаю нужным. А как умеет Пуликовский воевать, он блестяще доказал это в 1994 году, когда он, правда, под другой фамилией там воевал. И сейчас демонстрируют Пуликовские, как они воевать умеют. И вот сейчас посмотрим, что будет. Это будет, раз оттуда сказали всему мирному населению уйти, и будут применяться все виды вооружения, то вы представляете, что этот город обречен. Заявление, ультиматум Пуликовского, который пригрозил городу, населению, крупномасштабными карательными операциями, это есть террористическая акция, угроза применения разрушительных форм террористических действий. И все исполнители, кто бы они ни были, они должны знать, что они уже действуют как террористы, якобы санкционированное государство. Явный просчет российского военачальника, заставивший поспешно искать ему замену, воскресил в памяти наблюдателей фигуры его предшественников. Романов не позволял оскорбительных выпадов в сторону армии. Романов не позволял. Что позволяет себе, нынешний генералитет. Война, говорю, с бандитами. С бандформированием, с бандитами. Вы меня извините, я за это, я, например, будучи министром обороны, я потребовал, чтобы привлекли к уголовной ответственности за клевету. Дело в том, что в городе живет 300-тысячное население. В каждую семью пришла беда. И когда пришли бойцы сопротивления, вот те люди, которые никогда не воевали, они влились в эти отряды. Если по-прежнему будет руководствоваться логикой, в основе которой лежит понимание сути конфликта в том, что мы воюем, российская сторона воюет с бандформированиями, то кого ни назначай, никто не в состоянии будет урегулировать этот конфликт. Фигура вновь назначенного генерала Тихомирова, который не торопится откреститься от злополучного ультиматума, вряд ли добавит авторитета российским войскам. Они сейчас просто могут допустить очень большую ошибку, уничтожить в пределах 300 тысяч мирных жителей, которые находятся в городе Грозном. Это будет очень большая трагедия сначала для чеченского народа, а потом и для России. Вообще-то много раз достигающиеся договоренности с участием Тихомирова, они оказывались нарушенными. Точно так же, как и сейчас, к сожалению, с генералом Пуликовским. Он подал надежду на то, что с ним можно как-то вести договоры, и тут же объявляет о том, что другая сторона нарушает.
События последних дней настораживают целым букетом подозрительных совпадений. 5 августа якобы должны были прибыть деньги в Чечню. Но я разговаривала с людьми, которые видели эти деньги, как они были выделены, и знают о том, что ни одна копейка в Чечню не была отправлена. Однако адресаты ценного отправления по-прежнему уверены в своем всемогуществе. Сегодня, кроме города Грозного, нет ни одного села, станицы или города, где бы боевики нарушали бы нормальную жизнь этого села или другого населенного пункта. Они все оттуда вытеснены. Сила в руках у Масхадова, сила в руках там, у Гилаева, сила в руках у Яндарбиева, Басаева. И за ними, как бы кому-то не хотелось, но идет определенная часть народа. Притом идут мужественные, решительные сыновья Чеченской Республики. И, извините меня, а какие переговоры можно вести с официальным Грозным, который представляет только, наверное, свой тейп? Даешься диву, когда ради сохранения власти одного человека, это назовем сегодня Завгаева, они сегодня хотят на штыках удержать власть Завгаева, проливается столько крови, убивается столько народу. Вряд ли сегодня мир будет возможен в Чечне, если не Доку Завгаев сам добровольно не уйдет в отставку. Об этом сегодня говорят практически все. В отношении того, что президент обязал Лебедя ситуацию восстановить на уровне 5 августа до конца этого месяца, ну, наверное, это соответствует вот тому настрою и тем заявлениям, которые делал Александр Иванович Лебедь, что он может там за 20-30 минут проблему решить. Не дадут Лебедю, ему такие нужно усилия приложить. Это, такое понимание он должен получить со стороны и президента, и правительства, и парламента, и чтобы не одни и те же штатные, уходоступные давали информацию Ельцину и Черномырдину, Строеву и Селезневу. Это должны давать люди, которые объективно разбираются там. Закончите войну, я готов участвовать в этих переговорах и обеспечить интересы Российской Федерации. Я хотел бы встретиться с президентом или с премьером и задать вопрос. Первый. Что вы хотите в Чечне? Если мне сформулируют конкретные задачи, я ему мог бы сказать следующее. Вот те задачи, которые вы предъявили, мы готовы осуществить и реализовать мирным путем. Если есть у нас руководитель в государстве, когда он скажет завтра же остановить войну, сесть за стол переговоров и вывести войска, а тот, кто не выполнит мой приказ, он будет сидеть в тюрьме и ответить за все, что произошло. Президенту нужно вспомнить о том, что он стал президентом, прежде всего, пообещав народу, что он остановит эту войну в Чечне, что он восстановит мир в Чечне. И мне кажется, что у него есть достаточно сил и возможностей, чтобы это сделать. О реальном положении вещей в республике в течение первых суток действия ультиматума рассказывают наши специальные корреспонденты в зоне конфликта. Единственное, что сегодня беспокоит жителей соседнего с Грозным Урус-Мартана, это большое количество беженцев из чеченской столицы. В остальном, в оппозиционном когда-то к Дудаеву, а теперь к Яндарбиеву Урус-Мартане все спокойно. На днях по Чечне прошли слухи, что Доку Завгаев объявил мобилизацию в отряды чеченской милиции для борьбы с боевиками. Одним из мест сбора завгаевцев был назван Урус-Мартан. Однако начальник Урус-Мартановского ОВД Саид Магомед Мусаев ничего о такой мобилизации не слышал. Правда, как сказал Мусаев, если бы подобный приказ пришел, в Урус-Мартане его бы выполнили незамедлительно. Мусаев говорит, что от желающих свести счеты с боевиками нет отбоя. Нам сейчас трудно, конечно, масса людей сдерживать, они рвутся в город. Город на помощь Завгаеву, мы пытаемся людей сдерживаем, не пускаем их. Такого же мнения придерживается и глава администрации Урус-Мартана Таха Чурчаев. По его словам, тех, кто сегодня поддерживает Яндарбиева, в Чечне меньшинство. Но федералы и сами с ними не воюют, и сторонникам Завгаева не дают. Если федеральный войск нам не мешали бы, так, идти на них помощь, мы там быстро сделали ситуацию. Ну, мы все сделали, так.
Ультиматумы и предупреждения российских генералов боевикам, подобные тому, которые сделал вчера командующий федеральной группировкой Поликовский, воспринимаются здесь с готовностью помочь войскам. Единственное, здесь можно порядок навести и только задавить. Только уничтожение преступного мира. Эти слова одного из руководителей Грозного Вахида Мохчаева, вынужденного сегодня скрываться в Урус-Мартане, совсем не точка зрения чеченского народа. В этом мы убедились, когда поговорили с людьми, не облеченными властью. Вахид Мохчаев, возможно, вернется в Грозный. Вернуться в чеченскую столицу из столицы российской обещал и Доку Завгаев. У этих людей есть два варианта возвращения. Первый – в ощетинившиеся русскими штыками Северный или Ханкалу. Второй – в руины, на кости чеченцев, тех, кто был против этих людей, и тех, кто был за них. Сергей Гапонов, Вячеслав Титов, Максим Мамиев,